В эфире телеканала «Якутия-24». Актуальное интервью. Сейчас в нашей республике любители спорта занялись новым видом бега – паркраном. Первый забег в городском парке Якутска состоялся в прошедшие выходные и собрал десятки людей, увлеченных этим видом спорта. В нашей студии эвент-директор паркран Якутск Константин Кананчук. Константин Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. И хотелось бы начать наш разговор с вопроса, что из себя вообще представляет паркран, где и когда он зародился, этот вид бега, и в каких странах наиболее популярен? Паркран – это бесплатные еженедельные забеги, в основном в парках, на дистанцию 5 километров. Они проводятся еженедельно. Для того, чтобы в них принять участие, нужно зарегистрироваться, распечатать штрих-код, прийти, пробежать, ну и дальше уже общаться и заниматься спортом. Зародились они в Англии в начале 2000-х годов. Первые тогда спортсмены, которые затеяли такие пробеги, они пробежали, решили, что это очень интересно, и стали развивать по всему миру. А где впервые именно в России был проведен паркран, и какова сегодня география паркрана в нашей стране? Ну, беговая столица России – это Москва, естественно. Там в 2014 году в московских парках прошли первые паркраны. География очень на данный момент обширная. От Краснодара до Якутска, Красноярска сейчас проводятся эти забеги. Наш паркран 44-й в России и 28-й в уникальном городе, потому что каждый паркран – это каждый парк имеет свой там паркран, это отдельный, так сказать, забег и так далее. А вы смотрели или принимали участие в паркранах в других регионах? Да, конечно, я бегал в парках Москвы, Казани. Да, там очень понравилось, и мы решили проводить то же самое у себя в Якутске. А можно ли сказать, что от города к городу паркран отличается? И не только в зависимости от особенностей, что парк везде разный, а именно, может быть, правила какие-нибудь измененные есть или что-то в этом роде? Нет, правила, они всегда общие. Единственное, конечно, составом участников отличается, погодой, там, настроем, настроением, но по общим правилам все всегда бегают одинаково. Собственно говоря, всегда после паркрана это некое чаепитие, это общая, так сказать, практика. Всегда, пожалуйста, всех ждут. То есть после бега нужно немножко закрепить? Да, после бега нужно обязательно пообщаться. Паркран в Якутске появился совсем недавно. Много ли единомышленников вы нашли у нас? Ну, мы еще молодой паркран, совсем недавно открылись, неделю назад. Но на данный момент у нас уже зарегистрировалось 86 человек. Это достаточно много. Но мы надеемся, что будет еще больше, будем дальше развиваться, расти и привлекать как можно больше людей к своему движению, к своему забегу и вообще вовлекать в физкультуру и спорт, в принципе. А если говорить о возрастном цензе, люди каких возрастов принимают участие в основном? Вообще допускаются дети, начиная с 5 лет. У нас на нашем забеге были 14-летние участники, и самому возрастному было, по-моему, 72 года. В принципе, никаких ограничений нет. Кто угодно может прийти. Кто не может ходить, он может прийти на коляске, принять участие. Также допускаются у нас пешеходы и любители скандинавской ходьбы. Всех ждем, пожалуйста, приходите. От 14 до 72 это конкретно у нас в Якутске? Это конкретно у нас в Якутске. А если вы, получается, нижний возрастной ценз, вы сколько сказали лет? Это с 5 лет. От 5 лет. А верхний порог установлен? Верхний порог не установлен. Верхнего порога нет. А как можно стать участником парковых забегов и необходимо ли быть членом этого общества и, что самое главное, платить членские взносы? Ну, еще раз повторюсь, что забеги бесплатные. Необходимо зарегистрироваться на сайте parkrun.ru, есть там ссылочка регистрация. Один раз регистрируетесь, после этого обязательно нужно распечатать так называемый штрих-код, это личная карточка. Вот с этой личной карточкой нужно прийти на пробег, и это будет означать, что вы участник этого движения. Можно один раз пробежать и все, пожалуйста. И можно бегать тогда, когда захотите. Не обязательно приходить раз в неделю, там какую-то периодичность себе устраивать. Пожалуйста, когда хотите, тогда приходите. Ну, естественно, один раз придете, уже уходить больше не захотите, это точно. А насколько затратно организовывать такие забеги, если, как вы говорите, они бесплатные? Ведь главное наличие какой-то зеленой зоны, и у нас не так вот в рамках города не так уж много мест, подходящих под эти забеги.
Ну, самое главное – это не наличие каких-то зон, это самое главное – это наличие желающих бегать и проводить эти забеги. Наши забеги проводятся добровольцами, волонтерами, за их счет, за счет их энергии. А вот наличие этих добровольцев и желающих бегать делает возможным проведение паркранов. Собственно говоря, наличие зеленой зоны, оно желательно, но не обязательно. Очень много паркранов проводится на набережных. В Англии очень много паркранов проводится где-то в каких-то местах там вокруг регби-полей или вокруг футбольных полей. К примеру, в Красноярске, ближайший к нам паркран, это там забег проводится на набережной. Парк – это наиболее удобное место, где в основном не ездят машины, где можно спокойно пробежать, не попасть там под машину, там, не столкнуться с кем-то. Вот. Время раннее, обычно людей в это время немного. Самое главное – это безопасность для участников. Вот это основное требование. Немного хотелось бы поговорить по поводу организационных вопросов. Дело в том, что у нас все массовые мероприятия так или иначе необходимо согласовывать с властями, чтобы там не помешать, ну, допустим, в городском парке паркран проводится, чтобы не помешать отдыху других людей. Как вы это проводите? Сталкиваетесь ли с какими-нибудь проблемами и как в целом вообще происходит это? Ну, в целом, паркран в России сталкивается с такими проблемами, но нам повезло. В Республике Саха и в городе Якутске, в частности, администрация города и республики, она положительно относится к массовой физкультуре и спорта, и мы находим всеобъемлющую поддержку, вплоть до того, что администрация парка готова обустроить специальные дорожки для бегунов и для нашего паркрана. Вот. Ну а сам вообще наш забег стал возможен благодаря фонду президентских грантов, который выделил деньги на открытие нашего паркрана. Вот. И можно сказать, что государство в этом плане и административные разные органы нас полностью поддерживают. В плане безопасности наши бегуны не имеют никаких преимуществ перед теми, кто прогуливается. И если с кем-то встречаешься в каком-то месте, ты должен его или оббежать, или пропустить. В общем-то, на результат это твой повлиять не должно, да и это не самый главный результат. Вот. Ну, таким образом мы избегаем разных ситуаций, там, травм и так далее. Забыл, видимо, сказать, что на каждом забеге у нас ведется учет результатов для тех, кому это необходимо и кому это нужно. Установлен хронометраж. После забега придет на электронную почту и будет доступен на сайте ваш результат, с которым вы пробежали эти 5 километров. То есть можно отследить, грубо говоря, свои достижения, да, свои результаты? достижения, свои результаты можно отслеживать. Это очень удобно. А если говорить о людях, которые приходят просто побегать, они в дальнейшем вносят какие-нибудь организационные вещи? Ну, может быть, помогут в организации проведения забега или, может быть, предложат какие-нибудь проекты по улучшению, вот, например, как отслеживать еще лучше и еще качественнее свои результаты? Конечно. Я повторюсь, что все наши забеги проводятся добровольцами. Каждый, кто бегает паркран, мы приглашаем его к участию не только в забеге, но и в помощи в организации. Можно поработать секундомером, там, сканером позиций, маршалом на дистанции показывать, просто болельщикам. Можно принести там горячий чай или печенье какие-то испечь для того, чтобы было интересно. В общем, мы всех ждем. Каждому, кто не хочет бегать по какой-то причине, мы можем найти какую-то позицию, где он может себя проявить. А как вы считаете, станет ли этот вид бега и вид забегов достаточно популярен в Якутии, как это, к примеру, в свое время произошло со скандинавской ходьбой? И появятся ли паркраны в других населенных пунктах республики, не только в городе Якутске? Я очень рассчитываю на это. Надеюсь, что каждый райцентр, а может быть еще и более мелкие населенные пункты обзаведутся таким видом забегов. Потому что для того, чтобы эти забеги проводились, необходимо, чтобы там буквально 10-15 человек хотело бегать, и 3-4 человека могли это делать, мы могли эти забеги обеспечивать. Ну, есть у нас еще проблемы в нашем климате с сезонностью забегов. Паркран – это всесезонное мероприятие, оно должно проводиться независимо от времени года. Как вы знаете, на улице у нас зимой не всегда хочется не то что бегать, даже и ходить. Вот. Но, тем не менее, забеги должны проводиться постоянно. А как будет решаться этот вопрос? Вот, самый интересный вопрос. У нас есть договоренность со спортивным комплексом «Дахсун», где мы будем собираться, переодеваться и выбегать на улицу уже только, собственно говоря, для того, чтобы пробежать. В нашей погоде, в принципе, можно бегать. Я знаю
порядка 20-25 человек, которые практикуют тренировки только на улице, независимо от того, какая температура. Я надеюсь, что они обязательно будут принимать участие в наших паркранах. Плюс еще есть такая категория, это паркран-туристы. Они приезжают по разным городам и странам для того, чтобы пробежать определенный паркран. Ну и насколько мне известно, сейчас в паркрановских кругах очень активно обсуждается вопрос того, что вот в городе Якутске открылся паркран, и что можно будет пробежать именно в такую экстремальную погоду, экстремальную температуру. А на какое примерно расстояние они планируют бегать? Ну, Именно этот экстремальный все паркран? паркраны 5 километров. В любом случае 5 Да, километров? конечно. Мгм. А как вообще оцениваете активность наших горожан, не только тех, кто приходит к вам на паркран, а вообще в общем целом в Якутске? Ну, могу сказать, что бегаю часто, продолжительно. Очень много мне людей попадается. Мы на самом деле сейчас находимся только в самом начале бегового бума, который уже начался по стране. В Москве это вот он уже захватил там большую часть населения. И я считаю, что это будет в дальнейшем только нарастать. Бегающих будет становиться еще больше и больше. Говоря о вас лично, как вы сами пришли в спорт? И что он вам дал? Что Но самое я бы не главное? назвал это спортом, это скорее физкультура. Стремление самосовершенствования себя при помощи физических упражнений. Когда-то мне захотелось похудеть. Я весил достаточно много, около 100 килограмм. После того, как похудел, я стал уже задумался, что дальше делать. Там было несколько вариантов. Сидеть постоянно на жесткой диете, во всем себя ограничивать, там, заниматься каким-то видом спорта, там, велосипедом или бегом. Но остановился на беге, там, нашел единомышленников, с которыми стал готовиться к разным забегам. В конце концов, нашел вот такую тему интересную паркран и стал продвигать ее уже в Якутске. То есть, грубо говоря, до того, как заняться бегом, вы попробовали все-таки и другие виды спорта, но бег понравился больше. Да, бегать можно круглогодично, а на велосипеде кататься все равно. Да и кататься у нас, честно говоря, негде. Вот. Огромное спасибо за беседу. А я напомню, что у нас в гостях был Константин Владиславович Каначук, ивент-директор Паркран Якутск. Сегодня мы поговорили на тему первого паркран в Якутске. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.